В Казахстане не прекращаются драки между местными жителями и гастарбайтерами, а в Таджикистане милиция экстренно объявила операцию «Нож» по изъятию холодного оружия у подростков. Число кровавых инцидентов в последнее время резко возросло. У того школьника, как установил суд, постоянно с собой был нож. Когда его спросили, для чего он сказал сначала, что для самообороны. Правительство Кыргызстана хочет обязать местные власти собирать деньги на развитие своего региона с мигрантов из-за границы. Как им это удастся, непонятно. Они хотели, чтобы местные власти, не дожидаясь приказа, сами занимались бы развитием. Но исполняют все как в советские времена. Центр сказал открыть, ты открыл. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Душанбе проходит спецоперация «Нож» по изъятию у молодежи, студентов и школьников холодного оружия, электрошокеров и дубинок. За неделю у школьников и студентов отобрали 13 единиц оружия. Операция проводится из-за регулярных жалоб от руководителей учебных заведений и преподавателей на то, что их ученики приходят на занятия с холодным оружием. Хуже всего, все чаще молодежь пускает его в ход. Почему таджикская молодежь вооружается, выяснял Анушервон Арипов. Возле фотографии 17-летнего Фируза Хакимова всегда стоят свежие гвоздики, хотя со дня его гибели прошло уже 8 месяцев. Его бабушка Султуна Хакимова строго следит за этим. Неподалеку от школы ученика 11 класса сверстник из другого учебного заведения 3 раза ударил ножом. После этого он с друзьями развернулись и ушли. Ссора произошла из-за девушки. Фируз попал в больницу, где через 40 дней скончался. Несовершеннолетнего преступника нашли практически сразу. У того школьника, как установил суд, постоянно с собой был нож. Когда его спросили, для чего он сказал сначала, что для самообороны. И когда он достает нож, все его боятся. Ему он нужен был, чтобы запугивать людей. Убийце Фируза Хакимова дали 6,5 лет. Султуна Хакимова не согласна с приговором и требует пересмотра дела. Мы хотели, чтобы прокурор потребовал 15 лет заключения. То судья, может быть, срезал бы до 13 лет. В управлении внутренних дел Душанбе обратили внимание, что молодежь все чаще стала использовать ножи для выяснения отношений. Решили провести операцию «Нож» – изъять у подростков холодное оружие. В первые несколько дней сразу 7 задержаний. Фотографии совершеннолетних задержанных и их данные сразу публикуются на сайте МВД. Их ждут административные штрафы. Денежными взысканиями отделаются и родители несовершеннолетних владельцев ножей. Сумму определит суд. Эта операция началась с обращений жителей города. После того, как мы увидели результаты, мы поняли, что ее нужно продолжить. В некоторых случаях к нам обращались директора и преподаватели школ с тем, что некоторые из учеников имеют ножи, электрошокеры и кастеты, а мы проводили конфискацию и задержание. Главный психиатр Таджикистана Хуршед Кунгуротов уверен, что подростки и молодежь решают споры с применением оружия из-за отсутствия правильного воспитания. Чаще всего это дети из неполных семей или из слишком богатых, то есть те, кто не боится наказания. Решить проблему можно, если при входе в учебные заведения будут стоять металлодетекторы. Но главное, в каждой школе и вузе должен быть штатный психолог. Такой должности в системе образования страны не предусмотрено. Я думаю, что факультет психологии и педагогики главного вуза страны должны готовить больше специалистов в этой области для средних школ. Даже те, что есть, не хотят работать в школах. Операция «Нож» продолжится в течение ближайших 2 недель. Также в МВД четверг объявлен днем школ. Сотрудники правоохранительных органов будут раз в неделю встречаться с учащимися и рассказывать в том числе и о последствиях ношения и использования холодного оружия. Анушервон Арипов, Зарангес Наврузшо, Насим Исамов. Настоящее время Азия. 5 казахстанцев арестованы за нападение на автобус, где находились более 40 китайских рабочих. Этот инцидент произошел в Алматинской области. Теперь жители села Кызылагаш обвиняют в избиении нескольких десятков иностранцев. Изначально уголовное дело было заведено по 3 статьям: хулиганство, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью, но теперь арестованным могут вменить и применение оружия. Арестованные не отрицают, что драку учинили из-за мести. Шалпан Разбекова разбиралась в ситуации.
Согласно материалам уголовного дела, которое расследуется полицией Алматинской области, 5 жителей села Кызылагаш избили более 40 китайских рабочих. Этот инцидент произошел на следующий день после другой драки, где 3 китайцев чуть не покалечили казаха. Парень оклемался, однако его соседи решили отомстить иностранцам за односельчанина. Пошли и напали на автобус. И вот сейчас 5 жителей села находятся в СИЗО Талдыкургана. Пока что их обвиняют по 3 статьям, однако адвокат Лизат Ахатова опасается, что ее подопечных могут привлечь из-за применения оружия в драке, которого, уверяет Ахатова, у казахстанцев не было. Я встречалась в СИЗО со всеми 5 задержанными. Они не скрывают, что напали на китайских рабочих, но при этом говорят, что не использовали какого-либо оружия. А в деле указывается, что в машине моих подзащитных нашли арматуру, хотя эта арматура изначально была обнаружена в автобусе, где были китайские рабочие. По словам Ахатовой, при беседе арестованные признаются, что избивать граждан Китая они пошли из мести. Им давно не нравилось поведение иностранных рабочих в их селе, а избиение соотечественника стало последней каплей. Жители аула рассказали, что все эти китайские рабочие ведут себя неподобающе, пристают к местным девушкам, хулиганят, могут пристать и избить подростков. Неприязненно относятся к национальным традициям. Например, при проведении игры «Кокпар» унизительно отзывались о традициях, говорили казахи-бараны. Такое поведение иностранцев и стало поводом драки. Лязат Ахатову смущает еще один нюанс этого дела. Сразу после драки большая часть китайских рабочих была депортирована из Казахстана. Порядка 60 человек. Оказалось, они работали на территории страны незаконно. Этот факт в пресс-службе полиции области подтвердили, но количество депортированных иностранцев уточнять не стали. Было начально 33 выдворено. Приехали по одному, там гостевая была везде, или деловая, а они начали работать. Правда, комментировать уголовное дело в пресс-службе не стали, ссылаясь на тайну следствия. 4 пострадавших в этой драке, китайские рабочие, сейчас находятся в одной из больниц Талдыкургана. Но и они не желают рассказывать свою версию произошедшего. Между тем, алматинские общественники требуют местные власти взять на контроль это уголовное дело и расследовать его объективно. Мы знаем, что наше государство очень дорожит деловыми отношениями с другими странами, особенно инвесторами. И нам известны случаи, когда ради сохранения дружественных отношений наши власти привлекали к ответственности своих же граждан. Но мы должны обратить внимание на этот инцидент. По словам общественников, официальное письмо с просьбой тщательного расследования этого конфликта будет направлено президенту Касым-Жомарту Токаеву и другим контролирующим органам. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. В настоящее время Азия, Казахстан. В Узбекистане наблюдается либерализация финансовой системы. Вслед за свободной конвертацией иностранной валюты гражданам позволили вывозить из страны до 100 миллионов сумов. Это почти 10 тысяч долларов. Согласно новой редакции закона о валютном регулировании, который, к слову, уже подписал Шавкат Мирзиёев, узбекистанцы могут официально владеть иностранной валютой, ценными бумагами и чистым золотом. Кроме того, узбекистанцам разрешили осуществлять между собой неторговые валютные операции. Разрешенная сумма сделки не более 100 миллионов сумов за раз. Подобные операции возможны только при наличии счетов в банках Узбекистана. Также граждане получили право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих счетов и зарубежных банков на счета в банках Узбекистана. А вот иностранцам, частным и юридическим лицам для открытия и использования банковских счетов в Узбекистане необходимо будет иметь свой бизнес на территории страны. Между тем, нововведения в финансовом секторе Узбекистана спровоцировали некоторые дискуссии среди граждан. Люди уверены, что повышение порога для вывоза валюты из страны может обвалить курс местного суммы. Впрочем, эксперты уверяют, что этого не случится. Нет, никакого ажиотажа не будет. Эти факторы на вывоз валюты совершенно не влияют. Те, кому надо было вывозить, они и так вывозили. И вывоз валюты был достаточно значительный в стране, независимо от этих решений. То есть какого-то увеличения потока я не предвижу, не ожидаю. Это надуманная проблема, что это может привести к вывозу валюты и к изменению обменного курса. На обменный курс влияют в основном другие факторы. Он, конечно, будет изменяться, но не под влиянием вот этих решений. Тем временем другая норма закона о валютном регулировании окончательно закрепляет плавающий курс суммы. Я напомню, 20 августа Центробанк Узбекистана отказался от фиксированного курса местной валюты. По мнению Юлии Юсупова, для реформы финансового сектора правительству предстоит принять еще более серьезные решения. На самом деле либерализация финансовой системы, значительные шаги были сделаны до этого. Эти шаги не такие уж большие. И еще предстоит сделать, потому что это прежде всего необходимо провести либерализацию окончательно банковского сектора. Здесь много еще вопросов. Без реформы банковского сектора, завершения этой реформы, финансовые рынки все равно не будут эффективными и свободными.
Владимир Путин назвал соглашение, которое он заключил с Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Сочи, очень важными, если не судьбоносными. По итогам переговоров Турция прекращает свою военную операцию в Сирии, а турецко-сирийскую границу будут совместно контролировать Россия и Турция. Причем сирийские территории, уже занятые турецкими войсками, останутся под контролем Анкары. Александр Касаткин продолжит. С сохранением статуса КВО в нынешнем районе операции «Источник мира» назвали российские и турецкие президенты переход под контроль Анкары 32-километровой зоны между сирийскими городами Тель-Абьяд и Рас-Аль-Айн. Границу между Турцией и Сирией, которая якобы остается на прежнем месте, будут совместно патрулировать российские, сирийские и турецкие военные. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. Минобороны России сегодня опубликовала сообщение о том, что колонна российской военной полиции прибыла в город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы. Американские войска в Сирии покинули районы, прилегающие к турецкой границе, а в часть контролируемых курдами районов вошли войска Асада. Согласно этому соглашению, Турция и Россия не допустят никакой сепаратистской повестки дня на сирийской территории. После того, как было объявлено о выводе американских военных, Турция начала свою военную операцию против курдских формирований, а курды заключили соглашение с правительством в Дамаске. Сегодня Вашингтон уведомил турецкие власти, что курдские формирования покинули зону безопасности. Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что об этом ему сообщил командующий курдскими силами. Курдские сирийские силы обороны были сильными союзниками в борьбе против ИГИЛ, и мы всегда будем им благодарны. После вторжения турецких войск в Сирию президент Трамп ввел жесткие санкции. Он призвал Турцию остановиться. На прошлой неделе мы с госсекретарем Майком Помпео заключили в Турции соглашение о прекращении огня, чтобы позволить нашим курдским союзникам безопасно покинуть районы, находящиеся под турецким военным контролем. И последние 5 дней это перемирие соблюдалось. По словам президента Турции, в так называемой зоне безопасности у границы может быть размещена часть сирийских беженцев, которые сейчас находятся на турецкой территории. За время сирийской войны в сторону Европы бежали около 3,5 миллионов сирийцев. Со времени начала антикурдской операции свои дома на севере Сирии были вынуждены покинуть более 160 тысяч курдов. Прекращение огня – это игра, уловка. Мир не входит в их планы. Турки нацелены на всю Сирию. Так что оптимизма нет. Международные силы что-то там решили друг с другом за счет обычных людей. Очевидно, что платить за все это будет народ нашей страны. В самом начале российско-турецкого меморандума сказано, что и Россия, и Турция выступают за сохранение территориальной целостности Сирии. Уже после его подписания Владимир Путин позвонил сирийскому коллеге и рассказал о положениях соглашения. Как заявили в Кремле, Башар Асад поддержал содержание документа. Александр Касаткин. Настоящее время. Смотрите далее в нашей программе. Правительство Кыргызстана хочет обязать местные власти собирать деньги на развитие своего региона с мигрантов из-за границы. Как им это удастся, непонятно. Они хотели, чтобы местные власти, не дожидаясь приказа, сами занимались бы развитием. Но исполняют все как в советские времена. Центр сказал открыть, ты открыл. Мы продолжаем нашу программу. Сразу 2 медийные организации Таджикистана сегодня сделали заявление по поводу аккредитации журналистов радио Озоди в Министерстве иностранных дел. Национальная ассоциация независимых средств массовой информации и Совет по СМИ Таджикистана выразили свою озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. В совместном заявлении общественные организации призвали власти не использовать механизм аккредитации журналистов иностранных СМИ как инструмент ограничения свободы слова в стране. В заявлении говорится, что механизм аккредитации должен способствовать эффективной реализации профессиональных прав журналистов, а не ограничивать их профессиональную деятельность. Авторитетные медиаорганизации Таджикистана подчеркнули, что репрессивный метод манипуляции с аккредитациями отрицательно влияет на имидж страны в информационном сообществе. Я напомню, 5 сотрудникам радио Озоди больше полугода не продлевают аккредитацию. Еще 9 корреспондентов, срок аккредитации которых истекает 1 ноября, ждут решения МИДа. Руководство Озоди уточняет, что предусмотренные сроки, не превышающие 1 месяца со дня получения соответствующего письменного обращения, не выполняются уполномоченным государственным органом.
Разделяя опасения руководства Радио Озоди, мы не можем быть безразличными к проблемам коллег из Радио Озоди, ибо все они являются гражданами Таджикистана, и обстоятельства с аккредитацией мешают им реализовать свое право на труд и достойную зарплату. Выраженное недовольство необоснованными и противоречащими журналистской этике публикациями журналистов Радио Озоди и другие выдуманные поводы, которые послужили лишению их аккредитации, в корне противоречат нормам пункта 21 действующего положения об аккредитации, которые гласят: иностранные корреспонденты имеют право на свободную передачу своих материалов, радио, видео и телеинформации, исключающей какую-либо их цензуру. В конце своего заявления Национальная ассоциация независимых СМИ и Совет по СМИ Таджикистана призвали правительство страны пересмотреть положение об аккредитации корреспондентов иностранных СМИ. По мнению медиаэкспертов, этот подзаконный акт необходимо привести в соответствие с международными обязательствами и нормами законодательства Таджикистана. В этом деле медийные организации выразили готовность содействовать в разработке нового подзаконного акта. В Кыргызстане сегодня целый день выясняли, законно ли Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента. Сегодня в Конституционном суде началось рассмотрение обращения сторонников бывшего главы государства. Они уверены, все действия властей противоправны и направлены лишь на устранение оппонента. От решения судей, по сути, напрямую сегодня зависит судьба Атамбаева. Дарья Тимофеева побывала на рассмотрении. Статуса экса, вместе с ним и неприкосновенности бывший президент лишился 4 месяца назад. За это время Алмазбек Атамбаев оказался в СИЗО и стал фигурантом 14 уголовных дел, одно из которых уже рассматривается в суде. И вот только сегодня судьи высшего ранга решили выяснить, насколько законно было это решение и может ли подобная норма иметь обратную силу. Приступить к работе служителям Фемиды удалось не сразу. Юрист Нурбек Тактакунов усомнился в беспристрастности председательствующего судьи и просил дать ему отвод. Ранее Карабек Душеев работал советником родного брата главы государства. Судебная коллегия такой довод посчитала необоснованным, а вот другого своего коллегу Эркинбека Мамырова по заявлению представителей парламента отстранили от участия в процессе. В этом и роль Конституционной палаты, чтобы снимать такие принципиальные противоречия, которые приводят к политическому кризису. Да? Но тем не менее они затянули этот вопрос. Да? И теперь, когда уже эти события состоялись, когда началось уголовное преследование, да, естественно, да, что они находятся под мощным влиянием. Рассмотрение дела по существу началось только после обеда. Предыстория такова. Защита Атамбаева лишение его статуса экс-президента считает неправомерным, так как закон обратной силы не имеет, а он покинул высший пост в стране до внесения новых норм. Ответчики, в свою очередь, настаивают, что абсолютная неприкосновенность главы государства противоречила норме о всеобщем равенстве перед законом. Ее исключили из Конституции еще в 2007-м. А то, что другие нормативные акты подправили в 2019-м, в расчет брать не стоит. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие Кыргызской Республики. Законы и другие нормативно-правовые акты, действующие до вступления в силу настоящего закона, применяются в части, не противоречащей настоящему закону. Но мы, когда принимали, мы руководствовались только своим Конституцией, своими законами и актами Конституционной палаты. Свои доводы стороны высказывали более 3 часов, задавали десятки вопросов оппонентам. Многие, к слову, остались без ответа. Создание такого прецедента, распространение обратной силы закона, да, касаемо вот таких политических игроков, касаемо работы системы сдержек и противовесов на прошлое, да, еще дополнительно разрушит нашу систему сдержек и противовесов, потому что сейчас мы ни в чем не можем быть уверены. Деймбеков ни в чем не может быть уверен. Депутаты ни в чем не могут быть уверены в том, что надо поклоняться президенту, надо называть его отцом нации. Да, вот в чем они могут быть уверены. И тогда все у вас будет прекрасно. Одни оперировали юридическими терминами, другие делали ставку на эмоциональность речи. Граждане сегодня ждут решения вашего. Либо это глоток воздуха к свободе, к дальнейшему развитию страны, или это недоверие полностью не только к высшим эшелонам власти, в том числе суду, но и к нам, депутатам. В итоге только под занавес рабочего дня были начаты прения сторон. Но высказаться успели несколько человек. Рассмотрение дела судебная коллегия решила перенести на завтра. Интрига сохраняется. В течение сегодняшнего рабочего дня Конституционный суд так и не смог поставить точку в долгом споре между сторонниками Алмазбека Атамбаева, независимыми юристами и представителями властей. Решение обещают озвучить на следующем судебном заседании.
Власти Кыргызстана просят помощи у трудовых мигрантов. Премьер-министр страны призвал создавать фонды развития, которые местные власти должны привлекать деньги трудовых мигрантов и бизнесменов. Как это должно проходить на деле, непонятно. Однако чиновникам, которые не соберут денег, премьер очень скоро пообещал дать оценку их работе. Что об этом думают эксперты и сами представители местной власти, узнавал Эджбек Бигалиев. Новостями о том, что трудовые мигранты покупают дома беднякам или строят мосты, в Кыргызстане никого не удивишь. За счет их денежных переводов живет целая страна. По подсчетам президента, вклад трудовых мигрантов превышает объем экспорта и прямых инвестиций Кыргызстана. В некоторых районах местные власти даже открыли для мигрантов специальные фонды развития. Необходимо решать вопрос отсутствия чистой воды, нехватки детских садов, плохих дорог. Сейчас и предприниматели, и мигранты заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому нужно организовать для этого условия. Эркин Маматаев смог собрать в фонд развития своего района больше $1 миллиона. За это его даже отметили на большом заседании правительства. Например, аким Ноокенского района собрал 88 миллионов сомов. На эти деньги они построили 5 детских садов, 6 спортзалов, положили 4 километра асфальта. Мы должны ценить тех, кто так работает. А вот глав других районов, местные фонды развития, которых трудовые мигранты не спешат перечислять деньги, премьер-министр разнес в пух и прах. Во многих районах открыли фонды, но часть из них не работает. Сейчас мы будем это обсуждать. Фондов понаоткрывали, а работать с людьми и призывать их к сотрудничеству не умеют. В некоторые фонды развития районов не поступило ни копейки. Грош цена таким акимам. Мы будем давать им оценку по итогам 9 месяцев. Это заседание прошло еще 3 месяца назад. Сколько денег за это время успели собрать чиновники, которых раскритиковал Абылгазиев, пока неизвестно. Понятно, что изначально у них была благая цель. Они хотели, чтобы местные власти, не дожидаясь приказа, сами занимались бы развитием. Но исполняют все как в советские времена. Центр сказал открыть, ты открыл. В центре сказали, это важно. Вот уже несколько месяцев в кыргызских деревнях и селах регистрация этих самых фондов развития – самая популярная процедура. Общественные фонды местные чиновники создают в каждом селе. Для создания фонда инициаторы сами должны выделить деньги, а потом уже правительство будет привлекать инвесторов, доноров. Деньги также будут выделять из районных фондов развития. Через них будут решать проблемы сел. Но премьер-министр, как мы помним, никаких денег из бюджета на это не обещал. И даже наоборот, требовал от местных властей привлекать средства самим. Это вынужденная мера правительства. В бюджете дыра, социальные проблемы не решаются. Только по итогам 6 месяцев в казну недопоступило около 2,5 миллиардов сомов. Власти, по идее, должны были заинтересовать бизнесменов, например, пообещать взамен на строительство соцобъектов какую-то долю в них. Властям сейчас нужно легализовать теневую экономику, находить дополнительные источники, а не заставлять мигрантов помогать властям. Руслан Акматбек удивляется, что власть, вместо того, чтобы сокращать свои расходы или реально бороться с коррупцией, решила просить помощи у трудовых мигрантов. К сожалению, мигранты сейчас больше хотят вкладывать в те страны, в которых они живут. И властям нужно бороться не с симптомами, а с причинами недоверия к государству. Тогда многие проблемы сами разрешатся. Тем более мы живем в условиях рыночной экономики. Государству не надо заниматься сбором денег. Если власть создаст условия для частного сектора, инвесторы сами будут развивать регионы. Это надо делать по законам экономики, а не в административно-приказном порядке. Руслан Акматбек объясняет, что в других странах уже есть такая практика, когда трудовые мигранты помогают своим странам. Только делается это добровольно, и для этого существуют долгосрочные проекты. А так как в Кыргызстане правительство меняется едва ли не каждые полгода, надеяться на прозрачность, а главное на перспективность таких программ здесь, по его словам, не приходится. Эджбек Бигалиев, Азат Интумаков, Идрис Исаков. В настоящее время Азия, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Так здесь сообщают всем жителям района, чтобы они собирались на утренний свадебный плов. Ранней осенью для Узбекистана эти звуки по утрам – привычное дело, традиция. Сегодня сына женит Бахтияр. Это герой нашего выпуска. Здравствуйте. Здравствуйте, милая. Здравствуйте, дорогой друг. С приездом вас. Мы продолжаем рассказывать про трудовых мигрантов из бывших стран СССР в России. Почему хиппи в СССР проиграли, но победили? И причем здесь Эстония? Можно было показать 2 пальца, сразу налаживался контакт.
А нам все равно. Они жили так, словно не было советской власти, но власть была. Параллельные миры, интервью недели. А звезды кто? Наш субъективный рейтинг